Война за мировое господство уже вовсю затронула Украину. Ее правительство лишь марионетки в руках сильнейших. Крым мирным путем самоопределился на референдуме 16 марта и добровольно перешел под флаг России. Мнение Запада, что в Крыму нет единства, что голосовало только русское население, не соответствует действительности, считают представители различных коренных народов, проживающих на полуострове. После присоединения Крыма к России мы сразу ощутили это на себе. Первые шаги были сделаны со стороны России. Это было, вот Госсовет Республики Крым принял решение о том, чтобы ходатайствовать перед Москвой о признании крымских карымов и крымчаков коренными народами Крыма. В последнее время в населенных пунктах республики стали появляться листовки с призывами вступать в украинский батальон «Крым». В том числе обращаются к крымским татарам. Это не что иное, как попытка внутреннего раскола среди населения полуострова. Крымские татары на сегодняшний день не воспринимают такие призывы. Крымско-татарские общественные организации выступают решительно против этого. Мы всегда считали всех живущих в Крыму нашими добрыми соседями и братьями, и поэтому и впредь намерены работать на, так сказать, развитие Крыма в рамках того правового поля, которое сегодня функционирует, это правовое поле Российской Федерации. Право на самоопределение крымчан не признается Западом. Налагаются санкции, блокируется морское, воздушное, железнодорожное сообщение с полуостровом. В итоге на 35% меньше в Крым прибыло туристов по сравнению с прошлым годом. Все эти трудности народ еще больше сплочают, а страну делают крепче. Через 3 года Россия абсолютно все сама будет производить. Крым сегодня в состоянии 5-10 миллионов тонн. Я это уверяю вас и заверяю как сельхозник, потому что я более 20 лет работаю на земле. И то количество воды в Крыму хватает. Это должно быть капельное орошение. Мы обеспечим всех. И наши люди, народы, которые живут в Крыму, будут настолько богато жить. 6 крымских общественных организаций и общин посчитали нужным написать обращение на имена руководителей Америки, ЕС и ООН с призывом одуматься, снять с Крыма статус аннексированной территории и признать субъектом Российской Федерации. Марина Павлова, Евгений Луговской, служба новостей ИТВ.